Здравствуйте! В эфире программа «7 дней плюс» и я, ее ведущая Эльзира Юзаева. Искусственный интеллект стремительно врывается во все сферы нашей жизни. Есть такие прогнозы, что уже в ближайшие 3 года нейросети научатся генерировать и музыку, которая будет почти неотличима от того, что создают сегодня люди. Смогут ли все-таки нейросети заменить наших настоящих музыкантов, и будет ли в этой музыке магия? Об этом и не только мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это Альберт Сайфуллин. Давайте мы сейчас представим вас. Альберт Эфенди, музыкант, пианист мирового значения, выпускник Казанской консерватории, а также всемирно известного университета музыки Граца в Австрии, солист, бывший солист, да, как я понимаю, да. Королевского оркестра Марокко, а сегодня преподаватель, профессор Лаянского государственного университета в Китае. Правильно Сегодня, все? да, вы знаете, я уже сегодня в Чжэнчжоу, это столица наша, я сначала преподавал Лаян. Просто очень многие люди, к сожалению, не знают, что Лаян – это древняя столица Китая. Это один из династий, которые жили в Китае. Вообще Китай вышел из Лаяна. Потом Лаян, Кайфэн – это все центральный Китай. И Сиань. А как относятся к музыке там, в Китае? Они очень любят классическую музыку, очень любят Чайковского прежде всего. Ну, Рахманинов немножко для них. Чайковский, он более достоин, потому что мелодия такая более, ну, как душа русская. У Сергея Васильевича Рахманинова, у него более, как бы, нельзя, конечно, так говорить, а оба гениальные музыканты, но он немножко сложнее, он менее доступен простым людям, скажем. Потому что простые люди слушают душой музыку просто, а на самом деле, касаемо там великих композиторов, там Малер, Брукнер и так далее, это все-таки нужно быть подготовленным. Так же, как в живописи, вот когда люди приходят на выставки, большинство людей смотрят просто вот, что красиво. Для души. Да. Альберт Гансович, но ведь мы видим в интернете, как китайцы играют на фортепиано. Маленькие, 4-летние уже, так выдают все это. Они действительно настолько вот напористость у них это есть? Вы вот знаете, это стремление учиться? Я вам сейчас скажу. Самое интересное, что даже у нас в России мало простые люди, ну как простые, люди, которые не связаны с профессиональной деятельностью фортепиано, именно в частности музыки, не знают, что китайцы больше всего на свете мечтают учиться даже не в Нью-Йорке, не в Париже, а именно в Московской консерватории имени Чайковского. Да, это мечта любого китайца. И они стараются, Очень идут много, к своей да, мечте. они занимаются. Но дело в том, что, видите ли, к сожалению, в большинстве своем разные есть. Их просто настолько огромное количество солистов и исполнителей, и огромное количество заведений, где учатся. Но все равно наша школа российская, не побоюсь этого слова, это, конечно, дорого стоит. Они все-таки больше на технику обращают Техника. внимание, да. А что значит наша школа? Что в ней? Наследие? Высочайшая культура. Звука, мелодии, фразы, паузы. Вот это все лучше, ну, даже в большинстве своем, даже взять того же Ван Клайберна и же с ними, Горовица, это все Украина, Россия, это оттуда все. Ван Клайберн учился у Розины Левиной, это российская школа. Альберт Гансович, ну почему же вы там их обучаете всему этому? Почему не наших ребят? Наших тоже обучаю. Почему? Ну, здесь просто я на многих международных конкурсах, фестивалях, вот есть такой «Триумф», конкурс петербургский. Я официальный член жюри этого конкурса. И вот с любезного приглашения мы на огромном лайнере «Принцесса Анастасия» много раз ездили в Европу, Стокгольм, Таллин, Хельсинки на пароме, так он называется, из Петербурга. Вот, и прям там проходил конкурс. Очень много было исполнителей. Все равно, понимаете, русская школа – это прежде всего высочайшая фортепианная, в частности, скрипичная, симфоническая – это культура души, это энергия. Очень не сильная. техника. Нет, техника – это не скорость, как кто-то из великих сказал. Это владение. Потому что можно играть быстро, а качества нет. Это китайцы, вот, к сожалению, иногда с трудом. Но дело в том, что есть очень... У меня вот мальчик один есть. Сейчас вот ему только 9 лет. Очень талантливый, ну, скажем так, одаренный сверх меры. Но
вот приходится с ним заниматься, потому что вот именно вот эта вот природная беглость пальцев, конечно, на высочайшем уровне, чтобы спокойно рука, чтобы, не дай бог, шариков этих дурацких не было, как в музыкальных школах, не везде, конечно. Есть много профессиональных педагогов, но вот эти... Это шарик, это представьте себе, это зажатая рука. Рука должна быть свободна. Свободна. Да, конечно, кисть, рубата, заниматься педалью. Ну, вообще это все непросто. Это Альберт целое, Иванович, это скажите, нужно читать книжки, нужно быть то есть образованным человеком. быть разносторонним человеком, это не Безусловно. только фортепиано, да, это не только часовая игра, это еще, вы Нет, говорите, нет, нет, книги, литература, конечно, искусство. да, это обязательно. У меня даже сейчас сижу, и у меня мурашки бегают именно от Атмосферы? от ощущения вот этого. Вот я просто вспоминаю, там, сейчас у меня в голове, вот, думаю, вот, как Сергей Васильевич, там, Рахманинов и так далее. И потом без трагедизма какого-то, к сожалению, ну, за редким исключением, без каких-то жизненных проблем, испытаний ничего не получится. Личность не получится, не сформируется. Как правило, бывают исключения. Вот, в частности, Кисин, допустим, который вот вышел, вот у него вся эта жизнь как по маслу. Ну, к сожалению, это редчайшее. через терник к звездам. Да, только так. Только так. Альберт Гансович, но ваши, какие были у вас терни? Ну, а как? Ну, вот смотрите, вот про татарскую музыку, вот два слова. Мне повезло, я уже сам простите, как ходячая история, не в смысле того, что я как из себя что-то там хочу сказать, что я какой-то, нет. Просто те люди, которыми сейчас названы улицы, даже имени моего отца, да, где-то в районе 2 месяцев, в Бавлах лицей, школу назвали. Это для меня счастье. Я прям в Китае был, я заплакал, просто счастье, потому что, к сожалению, существуют определенные препоны, ну, административные и так дальше. Очень радуешься, когда не только вот касаемо моего отца, а вообще, в принципе, там, писатели, драматурги, многие дети их, внуки пытаются... Сохранить память? Да, а школы не называют, и улицы не Да, дают. вот Шамиль Шарифульна, сколько лет уже, Вот да, как раз я об этом общественность хотел бьется, сказать тоже, да, вот Гузель, дочь его, мы Да, друзья. чтобы назвать друзья, школу. Ну что да, такого, да. казалось бы? Человек там работал, человек столько Ну, музыки видите написал ли, к хорошей. сожалению, зависит. Мы же просто исполнители, педагоги, мы не можем... Повлиять да, это на- невозможно. На на какой-то сильных мира сего. Мы люди скромные, тем более академические музыканты. Но мы ваш отец был бессеребренники. удостоен этого. Да, и вот эта радость не только за моего отца, а потому что, вы знаете, вот есть такое понятие «народный человек». Отец, тогда еще Бавлы, это практически деревня была. Простой человек из народа, скажем так. Вот Ильхам Абы, допустим, вот блестящий пример тоже, Шакиров. Ну, все это с детства, это все у нас дома, это бесконечно. Все вот эти величайшие, скажем так, люди сегодняшние, ну как, не величайшие, великие. Ну, не будем такой красивой терминологии, ну, выдающиеся, скажем, личности, там, писатели, драматурги и так далее. Они все были дома, я в детстве вот это все впитал. Это были простые, нормальные люди. Понимаете, как сегодня чуть-чуть артист или там писатель немножко чего-то достигает, и уже, даже если он молчит, от него идет вот этот опломб какой-то. Это нельзя. Человек скромности. Чем талантлив человек, тем он скромнее. Да. Должно быть естественно. Даже не в скромности дело. Естественно должно быть. Оно гармонично. То есть человек, если он музыкант, у него вот должно вот эта энергия, писатель, художник, неважно. И так же, как мастер в любом другом деле, ремесленное. Вот надо ремесло знать, любить надо музыку, а не просто отсиживать часы, там, заниматься техническими упражнениями. К сожалению, вот часто приходится вот аттестацией заниматься в музыкальных школах там, и так далее. Педагоги, некоторые, у них очень талантливые дети, время уже, ребенок уже перерос учителя. Надо вовремя отдавать более мастеровитому человеку. Они держатся за него, потому что за счет него хотят сделать карьеру. Не надо делать карьеру. Если, простите, я грешный, но верующий человек, и я считаю, что это моя позиция, что
если Богом дадено, оно и так будет. Не надо ничего делать. Если ты заслужил, оно тебе свыше придет за труды. Вот. И касаемо вот моего отца, Ильгама Абы Шакирова, Рустема Абы Яхина, я Золотой фонд записал, вот меня попросил, он скромненько так подошел, Сандугач, Золотой. Он говорит, вот могли бы на «вы» разговаривали, Рахлин на «вы», вот с такими детьми. Вот это другая культура была. И при этом высокодуховные. Ильгам Абы тоже из деревни. А какой аристократизм был, какая порода внутренняя, понимаете? Рустам Абы Яхин тоже интеллигент, никогда очень голосом, мягкий. да, очень И музыка такой, такая да, у и него. он так скромно. Да. Вот. И отец тоже простой, он всегда говорил, если тебя народ любит, он не только, он очень скромный был, он очень мало говорил, он не любил эпатажность. Вычурности. Не, меня тоже в очень строгих правилах воспитывал. Один взгляд, и я уже все. Вот сейчас, к сожалению, в семьях вот заслужить это надо, это трудно. Да. И вот эти люди, они именно, не только, очень много таких людей, они народную славу. Вот на улице везде, вот куда бы я ни пошел, в каком бы городе или деревне ни был, Ган Сайфуллин, там, Туган Аула Мурамова, в частности, Акбузатом, там, старшее поколение, молодежь уже, к сожалению, не очень. Но все равно знают. А правда говорят, что когда ваш отец заболел, то даже бабушки свою пенсию говорили, давайте мы вам поможем. Да, и у меня было до слез такое? было, понимаете. Я даже не делал никаких сайтов, не собирал ничего. На улице, на рынке услышали, и мне, вот можно мы 1000 рублей. У меня слезы, это, конечно, дорого стоит. Да. Он был вашим вдохновителем? Он был человеком, который вас привел в музыку? Нет, не совсем. У меня мама была танцовщица, она солистка ансамбля песни и танца была, а потом сначала в Самаре ансамбль песни и пляски, где я служил, там пел в хоре в армии, в советские времена еще успел я. Я советский человек, я горжусь тем, что я родился в Советском Союзе, я патриот своей страны. Вам многого вот, Советский Союз дал? Да, потому что вся культура оттуда, там. Сейчас, понимаете, разброс какой-то, больше шоу, больше эпатажность. Вот. И самое интересное, вот это горделивость, чванство, очень много вот этого. И самое интересное, что в любом виде творчества, я глубоко в этом убежден, я уже много лет этим, ну, и не только педагогикой, и, ну, как душой. Чем больше старается человек, тем хуже у него это получается. Вот надо просто. Вы же сказали, надо быть естественным. Да, простота, она, ну к ней ведь прийти нужно, Да. к этой простоте. Это сложно очень. Альберт Гансович, но вот вы мультикультурный человек, вы человек мира. А что вам дала татарская музыка? Ну вот я же говорю, вот Рустам Абы, вот Василий Абы Ахметович, тоже выдающийся наш композитор, он был нашим соседом. Он постоянно с мамой моей дружил, они приходили просто. И тоже, вот он говорит, сыграй, пожалуйста, мою сонатину. Тоже Золотой фонд. Ну, Золотой фонд, видимо, не стирает. Я не очень хорошо это понимаю, но мне объясняют, что вот, когда какие-то... Уже много лет это... Мне 16-17 лет было тогда. Вот. Я совсем еще юный ребенок, скажем, и даже не представлял, какая это ответственность. Татарская музыка... Отец вот говорил перед смертью такие вещи. Он говорит, очень много, к сожалению, ну, у нас эстрада в основном это пенье, у нас из инструментальной музыки вот Заман только группа была, там еще пару, и все, у нас как-то не принято. И, понимаете, он говорил, что поют на татарском языке русскую, американскую музыку. Ну, мэн нет. Это надо заслужить, это, видимо, внутреннее. Это внутреннее. Вот иногда в деревнях трактористы, простые люди поют лучше, чем профессиональные певцы. Потому что это Богом даденное, в крови. Как у черных джазменов. Это в крови. Это не нужно консерватории для этого заканчивать. Академическая музыка, к сожалению, или к счастью, так же, как живопись, литература, она требует подготовки, конечно. И слушательской тоже. Ну, сейчас же у нас, например, в Татарстане проходят большие Да, это я очень мероприятия. радуюсь. Вот я из Китая информацию, вот сейчас в Китае по всем Синьхуа, у них самая большая вот эта масс-медиа. Про Казань очень много сейчас пишут, мне оттуда говорят, что вот этот БРИКС, и так, я очень горжусь, я очень люблю. Вот знаете, Китай вообще это не наше слово. Китайский джунго,
Это 2 иероглифа. Джунгу – это срединное государство. То есть менталитет китайцев – это вот их государство и все остальное. То есть это у них центр мира. Вот для меня ни Москва, ни Петербург, ни Париж. Казань – это центр мира. Для меня лично. Это с годами пришло. Потому что в юности все, там Австрия, Франция, нет. Душа, видимо, человек должен опору какую-то иметь. Созреть для этого. Да, это, понимаете, я не хочу вот эти пафосные родины. Сейчас очень много лозунгов, к сожалению. Это очень хорошо, с одной стороны, это Но воспитывает это нельзя молодежь. навязать. Да, Это, еще вот, Лихачев говорил об этом, кстати, да, академик. нужно. Это надо воспитывать. Да, совершенно верно, чтобы это настоящее было, а не просто плакаты. И вот поэтому я вот от души, и все это от сердца нужно говорить. И А то, что передавать людям. вот в Казани происходит вот в культурном плане, в творческом плане, вот всевозможные фестивали, конкурсы, Я музыкальные конкурсы. безумно этому рад. Ну, так получилось, что я достаточное время в гостевых домах у Рустама Нургалиевича играл много на роялях. Там инструменты прекрасные СТНВ. И вот как бы вот в этой атмосфере. И постоянно как бы нам не положено слушать разговоры вышестоящих людей. Но я о хорошем хочу сказать. И постоянно вот какое-то творческое состояние, вот стремление, вот фестивали, все. Вот это вот спасибо большое, я хотел бы сказать. Это без пафоса, уже в карьерном смысле я ничего уже не хочу. Мне хочется спокойно жить, чтобы ученики были. Если концерты будут, то слава Богу. Вот, знаете, вот все вовремя должно быть. А то, что сейчас на современный лад переносит татарский Не очень песни. хорошо это, на мой взгляд, потому что все-таки не надо путать эстрада и народная музыка. Это должно быть как бы вот в разных... Ну, говорят, так чтобы сказать, молодежь понимала, молодежь привлекать. Ну, понимаете, проблема в том, что, к сожалению, вот в чем проблема. И я в юности грешен тоже. Мы, вот еще раз повторяю, вернусь к этому вопросу, китайцы, вот срединное государство, то есть мы все время то на Америку смотрим, то на Париж. Это все нужно, и съездить, и нужно ездить, смотреть. Но все-таки черпать силы надо с родины своей. Сергей Васильевич Рахманинов уехал в Америку. Ну, так получилось после революции, там сложно все было. Но он на свои деньги покупал оружие, танки, плакал и мечтал приехать хоть на секунду в Россию. Это с годами, не всегда это. То есть смотреть туда, у нас своя культура, у нас выдают татарские, в частности, драматурги, там, Тукай. Не только Тукай, огромное количество поэтов, писателей. Это как-то надо, чтобы молодежь знала, а не только вот смотрела туда. Как правило ведь, к сожалению, в музыкальном смысле, конечно, в Америке такие аранжировки, которые музыкальное сопровождение, это культура, вот это, у нас ее нет. Это не только в России, вообще в мире. 2 страны, это Англия и Америка. Я имею в виду с точки зрения музыкального сопровождения. У нас в России, к сожалению, есть одна проблема. Большая часть людей даже не обращает внимания на то, какие инструменты, что тексты. Тексты. А на музыку не очень обращают внимание. Это же тоже нужно воспитывать. И когда мне говорят, ну это невозможно, это бесполезно, это все равно не... А как же американцы в свое время, Ку-клукс-клановское движение в начале 20 века, черные не то что на сцену, и на улице даже выйти боялись. И определенные движения, американцы, там правительство, бизнесмены, вкладывали вот этот джаз, это же вообще непереводимое слово, вкладывали огромное количество денег. И там охрану выставляли, чтобы... И все равно, вот, понимаете, они добились того. Поэтому, если поставить цель, можно. То есть цель поставить какую? Чтобы люди научились слушать? Да, ну вот сейчас Воспринимали не касаемо татарской вот литературы, нужно переводы делать на русский язык, в частности, да, и вот очень много, вот Гевер Кемин, от перевода очень многое зависит. Вот армянский поэт есть знаменитый, на армянском, а потом на русском языке. Я когда проникся, вот этот перевод сам, понимаете, как вот в свое время занимались этим. Подождите, то есть песню татарскую надо качественно перевести, вы имеете в виду? Ну, хотя бы человек, чтобы русский... Понимал, о чем он поет. Да, совершенно верно. И еще ведь видите как.
Сегодня вот в школах, в обычных школах преподают татарский язык. Я никогда ни одного дня не учил татарский язык. Но при этом вы прекрасно владеете. Аллага шükür сөйлешем. А китайским? Рахатлям. Нет, с китайским сложнее. Нет, лекции я в основном на английском языке. Английский без него тоже невозможно. Ну, вы полилингвальный человек. Ну нет, ну в Австрии я просто немецкий язык, ну куда деваться, раз учишься, надо учить. Но при этом татарский не забыли. Ни в коем А случае. практика как? Читать, больше Ну читать? все равно, я постоянно общаюсь с друзьями, просто даже простая обычная речь. Я стараюсь говорить, чтобы русские слова не употреблять. У нас же татары, к сожалению, сегодня Вот там звоните, да. термин, там вот это, шалтратраки, очень вот это нехорошо это. Или у меня мама Мишарка Самарская, Ульяновская, говорит, «Сыз казанча сүйлешесіз». Ну, неважно, пускай у них будет диалект определенный, но русские слова поменьше нужно. Все-таки культуру, энергию. Да. Как вам удается сохранить вот эту свою идентичность, живя так далеко, за тысячи километров от Казани, от Татарстана? Да не, я же еще раз говорю, я постоянно общаюсь со своими друзьями по телефону. То есть они вас подпитывают? Да, ну а как? Эта книга тоже была вот написана? Это в 2001 году отец мой, это огромное спасибо. На татарском языке? Да, это песни его и фотографии. В 2001 году фонд Кул-Шариф, отец очень много сделал для фонда, когда фонд строительства мечети был, он огромное. Но он сделал в каком смысле? Естественно, нужны были финансы. Государство, конечно, все это, Митимир Шарифович молодец, он сделал все для того, чтобы восстановить там, эскизы, все это остальное. Но отец просто, как в фонде, там концерты, благотворительные, то есть... Здесь его музыка, да. Здесь его песни, ноты, его песни. Да, да. И поэты, которые написали. И там фотографии его. Там даже есть фотографии с Крючковым, они в 61 году. Ну это же мирас, это наследие. Да, и там, посмотрите, там есть фотографии, когда молодой отец, и все вот эти выдающиеся люди, которыми, и в честь которых сейчас памятники. Вот, памятники там, да, и... Да, вот тут Ильхам Шакиров есть. Там... Да, тогда в Советском Союзе, вот говорят, не выпускали. Нет, Советский Союз я очень люблю свою... Это время? Да, очень. Были трудности, да, но все равно я советский человек, я горжусь этим. Это мое. Потому что один пиджак был на 5 человек, но мы там Платонова, Котлована или там новую какую-нибудь литературу, мастера Маргариту мы из-под полы доставали. Это все хотелось прочитать, понимаете? То есть, если бы не было вот этого Советского Союза, если не было этого государства, то вы бы не получили столько знаний. Нет, там энергия была мощнейшая. Сейчас же таких, А что делать к с сегодняшними сожалению, талантливыми детьми? Ну, дело в том, что, видите ли, я все-таки сторонник того все провидения. Если человек талантлив, если провидение свыше будет, все равно найдется мастер, который... Вы же преподаете, да, и здесь приезжаете, мастер-классы устраиваете. А вы их видели? Вот этих детей вы видите сразу? Их можно вот увидеть? Ну, конечно. есть- К сожалению, очень часто бывает, когда в музыкальных школах делают концерты, говорят, вот это Да. хорошее, это Да, да, плохое. да. А мне наоборот, я смотрю, думаю, нет, вот это талантливый, которого вы считаете. Ага. Да. А как это может сразу? И причем, к сожалению, очень часто они годы на это кладут. Я не знаю, что... Это не всегда. Но иногда занимаешься буквально месяц с человеком, и он становится все на место, понимаете? Если способен. Ну, есть еще один стереотип. Вот после музыкальной школы даже сами педагоги говорят, ну, куда ты пойдешь с этой музыкой? Максимум ты можешь пойти учителем в музыкальную школу. К сожалению, да. Вы понимаете, дело в том, что труд очень большой. Конечно, люди хотят петь песенки, 3 песни, там 5 спел где-нибудь там на конкурсе, фестивале. Все, ты уже себя звездой чувствует. Это более легкий путь. Но это опять смотря что. Смотря как. Все эти... И касаемо. Все говорят, вокал, голос. У Бернеса был голос? Ну, Вокал. вряд ли, да. Вот, но тембр красивый, Да, вот это умение. да, подача. Да, совершенно верно. Поэтому иногда подмена понятий происходит. Понимаете, люди не понимают, что вокал, само слово, это учебное слово. Петь надо. А петь надо не орать, не кричать, нужно уметь и голос рот закрывать, и начинать. Это же школа этим. Есть люди, которые этим занимаются. Владеют. Да, сейчас огромное количество открывают каких-то интернет-школ Да, и так далее. студий. Да, мы тебя за Да. месяц научим и петь, и играть.
Ну, простите, ругаться хочется, конечно, но я не имею права этого делать, но это безобразие, это чистый бизнес. Но ведь идут, родители ведут, на что-то надеясь, с какими-то мечтами, что их ребенок выйдет на большую сцену. Ну, нужно понимать, кому ты идешь, зачем и так далее. Если ты пойдешь к плохому стоматологу, зубы сломает, это то же самое. И вот я всегда сравниваю игру на рояле и вообще академический жанр с восточными единоборствами, с боксом. Вот если ты в боксе неверный удар сделаешь, ты сломаешь руку. На рояле, к сожалению, нет, не сломаешь. Да. И вот поэтому играют вот какими-то вот такими иногда вещами. Я вообще не понимаю, откуда они это берут. В интернете все есть там, все школы великих наших московских профессоров, питерских и так То далее. есть надо хотя бы посмотреть, Конечно, зайти, и всё есть. что мы имеем, не так Всё ли, чтобы есть. дать этому ребенку будущее. Альберт Гансович, спасибо вам большое. То, что вы пришли сегодня на нашу программу, то, что мы с вами поговорили, и, может быть, действительно будут дети, которые в будущем станут нашими звездами. Конечно, я абсолютно в этом убежден, и так и есть, потому что Да. чутье, энергия, она Всегда еще будет вам... у народа. Да, диск свой, я его Да. давно уже Спасибо записал. вам большое, Альберт Гансович. Бигзу рахмет, сау болыңыз, Исән рахмет. сау, исән сау.